misiniz? Мен сізді көруге бек шатмын. В первую очередь, бірінші ширатта, хочу поздравить всех с Днем Мам. Мы же с вами или будущие мамы, или кто-то настоящий уже мама, да? Эмилер күні білән құттықтаймын сізді. Yazıp koyarız, может хотите кого-то еще поздравить. Эмилер, Эми, мама, мы это знаем, день это күн. Эмилер күні білән құттықтаймын. Можно еще пометить? Да. Эмилер күні. Сізді. Рахмет. Мама это самое дорогое, что у нас есть. Я сегодня в интернете прочитала эту фразу прекрасную и поняла. Про что вы поняли? То, что сегодня день мамы? Да. Ну, Это тоже было написано. Я уже без словаря. Чтобы нас дети радовали, чтобы мы оставались самыми прекрасными мамами, и матур эмилер был халык. Рахмат. Yazıkların эмилер günlerinden sizinle var mı? У нас сегодня лекция номер 12. Уже осталось нам чуть-чуть. Уникинши дәрісіне başlayız. В прошлый раз мы с вами, у нас была тема имя прилагательное. Мне кажется, там у нас сложности не было. Вот у некоторых были вопросы, то, что там превосходной степени непонятно. Но это все в превосходной степени мы употребляем больше со цветами. И когда уже нужен будет какой-то определенный цвет, то там уже можно посмотреть, и у нас все подсказки есть. Было домашнее задание составить предложение с прилагательным. Давайте каждый прочитает предложение. Если будут вопросы, мы будем вместе уточнять. Слюрапас, из вас? Дина с зимними вечерами в своем уютном кресле спокойно сидеть и читать книги любит. Я специально в том же порядке сделала. Дина, что işte özünün umalı kınıfiden Ölmüş utarga hem kitapını okurga yarata. Uzun cümle. Все всем понятно, да? То, что кышкы кеште Дина любит читать. Ханафи – это кресло. Рассматриваем пошли uzun cümle, kızıklı cümle. Сначала я написала киштеге. Мне поправили, потому что... Да. Кишкашка киште. Киште. Эльвира, siz? Tamam yapalım. Hukuk anlaşılmadı sizler. Ул түнгі сменада ішли. Түнгі сменада ішли. Рахмат. Не переводите, нужно. Он работает в смысле? Минбит матур, как бы, кофта, сатыр, алтын. Минбик матур қызыл кофта сатып алдым. Переведите, пожалуйста. Я купила очень красивую кофту. Красную. Красную. Böyle. Мин бәхетле кеше булырга телим. Мин бәхетле кеше булырга телим. Я хочу стать счастливым человеком. Минем улым кызымнан өлкөнрәк. Минем улым кызымнан өлкөнрәк. Мой сын Старше, чем моя дочь. чем моя дочь. Өлкөнрәк она использовала. Молодец. Айнер апа. Bizde bir matur Rossiyada 4 yıl fasıl var. Soğuk kış, son kamçı yaz, kaskağına jay hem altın su kış. Альмира пока всегда подошла творчески, да, все перечислила. То, что лето у нас совсем короткое, это нас расстраивает. Я переведу. В нашей очень красивой стране Россия 4 времени года. Морозная, приморозная зима, очень прекрасная весна, коротенькое лето и золотистая осень. Як güzel siz okudunuz языка. Benim de zaten hazırlık hazırlık soru işaretleri. Rahmet size. Yani de hazırladım.
vakit, kızıklı vakit, emme ul kilip jitmesi kere mümkün. Hazırgi vakit, beyesiz vakit, hazır yaşa, yakınlarının kaderindir. Такие философские слова, мату, шундай сүзләр, моны язываларга кирәк Елизавета. Переводлаштырыгызда тотушыгыз сезнең хәзер. Прошлое время, незабываемое время, оно обратно не вернется. Будущее, прекрасное время, но оно может не прийти. Настоящее время, прекрасное время, живи сейчас и цени близких. Бик матур сүзләр, да? Тормыш дигезе итеп алган. Рәхмәт сезгә. Сез. Примитивное предложение. Я два предложения прочитаю, правильно или нет. Короче говоря, Мне четвертый нравится. ну, четвертое, оно простое, нет, это я специально уж совсем, вот второе и третье. Новогодняя елка Чарши Береме. Да. Новогодний праздник Чаршыбейляна. А если новогодняя елка, яңа ел чыршысы. У меня в Вы же словаре... купили праздник. Нет, елку. У меня в словаре вот это елка либо Чарши, либо Чарши Береме. Ага. Я выбрала, что как... А вот без слова бейляме у вас будет правильное предложение. То есть это все-таки будет просто елка? Да. Ну ладно. Чарши это А просто почему елка. тогда там? Подождите, вы давайте со вторым предложением. У меня они в обратном порядке идут. Минзур Чарши Саты Жебердем. Нет, вы не Жибердерис, а он, например, нам сказали. Давайте прочитайте второе предложение. У вас все Ну правильно. ладно. Мин я мне шел Чарши Саты Полдем. Я купила зеленую елку. Но Все правильно. Минзур Чарши Саты Жебердем. Мин, можно тут было еще потому что поставить, да? Вы хотите сказать, что большую елку продали, купили поменьше? Да, Мин Кеш Кенере Чарши Саты Полдем. Дürüst. Min zor şırşını sattıb жібердім. Шершаны. Видите тут? Шершаны sattıb жібердім. И можно уже ми не использовать, потому что это же одно предложение. Кишкинерек шершаны sattıb aldım. Не надо не разные слова шершаны. Min zor şırşını sattıb жібердім. Кишкинерек шерши sattıb aldım. Чарши Бейрями – это новогодний елочный праздник, если дословно, праздник елки. Понятно, то есть все-таки просто елка. А я так перевела, там было дано два значения, Шарши и Шерши Береме. Я подумала, что это просто елка, а это новогодняя елка. Шерши Бейрями – это праздник елки у вас будет, если дословно. Ну, четвертое прочтите, пожалуйста. Ой, да ну совсем Продолжайте. Мин кünele akıllı merhametli tatar kızı. Min кинкелі ақылы мәрхәмәтлі татаршасы жазған языкында. Молодец, зато без ошибок. Вы умеете ценить Так себя. я потому что нет, это потому что на прошлом уроке такие примеры приводили, я решила по аналогии. Ну все правильно. Рахмат барыңызға да все правильно у вас, значит, у нас с этими именами прилагательными мы умеем их использовать. Просто вот Чарши Бейрями мы дойдем еще, когда будет, дойдем до этого. А так составили предложения почти все правильно. Некоторые там то, что не надо добавить, где вот минем улом, где только окончание у вас, аффиксы. Надо просто полистать и посмотреть там прошедшее. Сегодня я хочу с вами про наречия поговорить. И составила для вас таблицу, какие у нас наречия. Не отличается от русского. Вот я специально написала рядышком и по-русски, и по-татарски. Они также обозначают признак действия и признаки признаков, как и в русском языке. Относятся к глаголу и показывает, как, где, когда, с какой целью, по какой причине происходит действие, и отвечает на вопрос. Как у нас будет нищий. Все у
у нас вот тут написано, и у вас есть таблица в бумажном варианте. Посмотрите, пожалуйста. Коя, куда, койшам, когда, койда, где, кукма, никогда, сколько. Наречие зависит от глаголов, не склоняются и не спрягаются. Давайте посмотрим сох, реушля, наречие образа и действия. Примеры, вот, посмотрите, пожалуйста, быстро, тис, медленно, экрет, я вам долго озок, вдруг кинет. Я вам еще новые слова дам, тут привела такие примеры, которые вот мы используем. Меры и степени кулен шора. Тут уже вопросы. Нищий, купна, никогда. И примеры у нас есть, да? Очень часто мало вид ос силе еши. Сравнение как тут уже вот видите добавляются аффиксы ще, що, тей, той. Я специально жирным шрифтом выделила. Если мы скажем просто ешляк, это будет молодежь. А если мы хотим сказать по-молодежному, то мы добавляем ще. Закон сингармонизма мы уже знаем, так что ща или ща добавлять у нас не будет трудностей, да? Современный зоманща. А если мы хотим сравнить с чем-то, как цветок, щещетень. Как стать хорошей? У нас вот больше говорят, когда желают здоровья, говорят, я желаю тебе здоровья, как сталь. Это можно сказать хороштай селеметлик телин. Хороштай. Тут уже добавляется ткань. Наличие времени, которые ушляют тут, сложности нет, потому что мы с вами уже про вечер, день, утро и про время года все знаем. Как вот сегодня ко мне подошла Эльфьема, у нее был вопрос. Киш. Как у вас это? Киштен это она запуталась. Вечер и вчера. Вот эти слова ей были непонятно, да ведь? Вечером, если вечером, это киштен. Если вечером. Кишен, киштен, это слова. Антонича. Кишен, киштен. А у вас был еще вопрос? А вчера тогда? Вчера кище. То, что они звучат одинаково. Вчера. Это будет кище. Вечером. Если мы хотим сказать, что пойдем в кино вечером, можем сказать киштен. И если скажем кищен, тоже не будет ошибкой. А если сказать добрый вечер? Добрый вечер. Пишите хайрлей киш. Да. А если сказать доброго вечера, будет хайрлей Хайрли кишлер также. кишлер. Да. Хайрли киш также. Доброго вечера. Ну, когда мы скажем добрый вечер и доброго вечера, смысл-то не меняется. Ну, просто когда Мы же доносим вечера, как вот будет? вечера. Вечера. Доброго вечера. Хайрли кишлер. Да. Да, мы же доносим свое пожелание, то, что вот мы желаем вам доброго вечера и добрый вечер. И на русском, да. В группах пишут, как все время по-разному. Хайрле киш. А если кто-то скажет хайрле кишле во множественном числе, тоже
меняется ни смысл, ничего. Смысл меняется, стоп, забивать. Место, наличие места уравнявшляет означает поеда, нищет, близко, вот, расстояние, да? Это все понятно. Причины цели, себеб, моксат. Цель это у нас моксат. Причина, себеб. Тут все написано. Сейчас поупражняемся, и у нас нам станет больше понятно, да? А еще я вам хочу сказать, что отрицательные формы наличия образуются при помощи слова тугель. Запишите, пожалуйста. Тугель. Это новые слова, наверное, для вас, да? Нет. Нет? Знаете уже? Тугель. Если мы хотим, это было не вчера, а сегодня, кище тугель, буген, скажем. Кище тугель, в русском языке мы скажем не, это было не вчера. А на татарском уже скажем, тугель идет после этого слова. Кище тугель. Пишется всегда раздельно слово тугель. Если мы хотим сказать мы недалеко, то мы скажем без ерак тугель. А если уже в слове есть глагол, и мы хотим сказать они живут недалеко, то слово тугель мы уже не используем. Они живут недалеко, алар ерак ешамия. Тут уже будет отрицание в глаголе. Написать? Если мы хотим сказать мы недалеко, недалеко ерак. Без недалеко слова мы скажем без ерак тугель. Вот у нас предложение. Но у нас тут будет предложение мы живем недалеко. Тут у нас появляется глагол живем. Без ерак. Без ерак тугель яшибис. Конечно, тут тоже смысл поймет тот, кто хочет сказать. Но без ерак ешемибис. Тут уже отрицательный глагол. Ешемибис. Мы шли недолго. Без узок бармада. Тут тоже уже отрицание переходит на глагол. А если мы ненадолго, мы хотим сказать без узок тугель, мы так скажем. Если нет глагола, используем слово тугель. Ненадолго, как без? Без узок тугель. А так будет без узак бар. Мы шли недолго, если мы хотим сказать с глаголом. Без узак бар. Вармада. Шли, идти. Вармада. Без узок вармада. А где здесь отрицательное? Ма. Ма? Варда. Если мы бы сказали варда, мы утверждаем, что идем, да?
А если мы ме, помните, вот этот аффикс нам дает отрицание. Давайте мы с вами переведем предложение. Мы бываем у них часто. У нас есть словарные слова новые. Там можете посмотреть и на таблице. Видите, часто это ешь. Попробуем флюровак перевести предложение. Мы бываем у них часто. Вот у нас в таблице есть это наличие образа и действия. Можем вместе первое предложение, что ли? Там без аларны или? Мы без Алардан, аларда, без аларда еш, ешь Бывает. еш булавы. без аларда еш булабыз. Без булабыз. Эльвира, это прям про тебя предложение. Эльвира говорит очень быстро. Ты любишь говорить быстро? И мы не понимаем. Давай переведи, пожалуйста. Эльвира говорит очень быстро. Очень биг. Вот так ты уже подсказываешь. Быстро. Где быстро? Говорит. Söyleşe. Söyleşe. Эльвира bitti söyleşe. Если сказать Эльвира по-татарски говорит очень быстро, куда мы вставим? Когда вставляем, кто поможет? Эльвира татарша bitti söyleşe. Тут Эльвира говорит по-татарски очень быстро, тут у нас ничего не меняется, кроме глагола. У нас глаголы всегда на последнем месте. Люция, пасись, я его давно не видел. Она, я его куптен видеть. Курмеден не видел. Там захват маркер кто-то шейдер сдать. Я его давно не видел. Она Гурмеден. Мин Анна, термин Гурмеден. Гуля, там ягод не очень много. Сначала напишите для себя, чтобы. Та анда, дырыс. Ягоды знаете на татарском? Жилеклер. Не очень много. Аня, таблицу давай. Не очень много. Куптугы. Биг куптугы. Там ягод не очень много. Анда, жилет, биг куптугы. Много куб. А тут есть не, который у нас переводится как тугой в этом случае. Вопросов нет, да? Они в гостях были недолго, Афефа.
В гостях, кто подскажет? Кунавары. Кунакта. Кунакта. Мгм. Недолго. Недолго. Алар, Тунахта, Азак, Тубель. Были, тут есть глагол. Азак. Быть, булырга, булды. Мы бы сказали, если бы долго, они в гостях были долго, алар кунакта узак булды. А тут уже нет, Булмады. Булмады, дұрыс. Алар кунакта узак булмады. Булмадла, Можно и лар добавить, но потому что она да, алар, но если мы пропустим лар, тоже не будет ошибкой в этом случае. Потому что алар, хайттылар, алар хайтты, ничего от этого не меняется. Когда мы используем алар. Долго не были. Мгм. Если это слово. Мгм. Ваша дочь работает медленно, Эльвира. Вспоминаем, помните? Ваша дочь, все это мы. Сызны. Кызым, это же моя дочь. ты знаешь, Кызым, это моя дочь. Сызнем. Ваша дочь. Кызым. Я слушаю, как рассуждаете, мне уже интересно. Я вот не могу Сызны казагаз. Работает эшли. А там у нас есть это слово. А? Нет, у нас есть вот. Да. Сызны казагаз. Экрит. Экрит эшли. Ау? Медленно, медленный. Формы совпадают многие прилагательные наречия. наречие медленно. Да, я вам говорила в прошлый раз. Медленно, медленный эквен. Еще раз объясните КЗД-ста у нас почему-то. Сизнем казагаз. Вот что это ваша дочь. Минем казам. КЗ. Нам некуда писать. Я буду на слова. Минем казам. А сизнем казагаз. Какую таблицу вы посмотрели? Вот у Альберта есть эта таблица. Принадлежности. А все, я тоже нашла. Все. Денис, не дойди. Вдруг начался сильный дождь. Вдруг. Кине. Кіші жаңбыр, шоңды. Ох, молодец. Кине. Вдруг кине. Buldu mu? Yazdınız mı? Yine güçlü yağmur başlandı. Дождь, yağmur, сильный, güçlü начался, başlandı. Альмирова, летом я часто бываю в деревне. Это меры степени. Еш, жертвина и еш, ауда. Быть. Булан. А тут булан. Да, все правильно. И дальше пошла. Предложение. Жай күні. Если мы скажем летом жай күні, а не жайен, это тоже не будет ошибкой.
Жай күні это вот летние дни переводится, но можно, если у нас как жай күні, хош күні, это тоже означает лето. Если только дословно перевод будет. Ну да. Жай, ми, еш, Еш. еш, ауда, була. Була. Жай мин еш ауылда булам. Жай күні мин еш ауылда булам. Жайын мин еш ауылда булам. Ничего не меняется. Летом. Ауылда булам. Элизабет, мы вчера были на концерте дружбы. Без кища, дружба концерт. Дружба это дусла. Без кища, дуслык концертта болды. Дуслык концертында. Концертында болды. Дуслык концертында болды. Екатерина, напрасно я тебе поверила. Вот это я не добирала все это. Так. Зря. Напрасно. Мин синен тебе Напрасно я тебе поверила. синен. Сине. Просто Сема. мин сине. Сема. Сина. Мин сина. Юка. Ошандым, ошану. В этом случае ошандым, поверь. Ошандым. Верить. Оша. Мин сина. Юка. Шуден. Мен саңа юққа ошандым. Күшлі. Флюрапа, я желаю тебе здоровья, как сталь. Вот вы хотите такое пожелание сказать. Как вы это скажете? Телин, желать уже Телин, а Котлин поздравляет. Я желаю тебе здоровья, как сталь. Или стального здоровья, да? Глагол в последнюю очередь. Корочтай саламатлык телин. Дөрес. Мин сина. Корочты саламатлык. Корыштай. Корочтай саламатлык телин. Тозалык тоже желается, но у нас как бы тозалык это здоровье тела. Вот когда мы входили в баню, мы стали тоза. А селеметлик больше это вот здоровье, состояние человека, когда он не больной. Тозалык тоже келерге була, чтобы вы были чистые. Тоза это чистота как бы больше. Эльвира, он одевается по-молодежному. Одеваться, помните, мы с вами... В самом начале. Не. Улья
яшьлерше киене. Одеваться киенерге. Ул яшьлерше киене. И последнее, давайте потом мы уже начнем работать наоборот с татарской на русский. Зимой я поеду в Казань. Зима. Кыш. А если зимой? Кышын, кыш. Если даже мы просто скажем кыш в этом случае, кыш, как вот Флюра поработала со словом лето, да, она могла сказать езжай, езжайен, езжай, я вам сказала. Кыш, поеду, что у нас? Это кашен. Можно Козанга Барабас. кем bilen biraz. Как у нас зимой я поеду в Казань. Мин. Мин. Если вы хотите сказать мин, то вы скажете барам. А если вы хотите сказать мы поедем в Казань, то вы бы сказали барабас. Кыш, ми, барам. Кыш мин Казанга барам. Но если вы скажете кышын мин Казанга барам, кыш күні. Зимой, да, то, что еще не зима, давайте барашахман. Барашахман. Если это вот вы рассказываете про свои планы, барашахман. Поеду в барашахман. Что там решили-то? Казанга. Кышканы, мин Казанга, Барашахман, верно? Дөрес. Кыш көне мин Казанга барашахман. Кыш мин Казанга барашахман. Кышын мин Казанга барашахман. Давайте попробуем составить теперь уже на татарском языке предложение со словом «боел» в этом году. Боел. Боел. По-татарски. Боел. Давайте скажем, что мы в этом году боел ходили на курсы татарского или как. Или боел. Может, кто-то боел замуж вышла. Может, кто-то боел, кто-то узнал для себя. Кто сможет составить предложение со словом «боел»? А то я вам даю предложение до дома составлять. Боел. Да? Боел. А события как по-татарски? Ну, смотря, что вы имеете в виду. Много событий. Купе, шоралар, ну, сами мероприятия будут, событий, как бы сказать, юалалыклар, да, или курилышлар, одним словом невозможно сказать. Шо. Если вы хотите сказать на мероприятии, это шоралар. Это обязательно параграф. Один. Быйыл безнең гәүдәм семья така. Гаилә. Быйыл безнең гаиләне күп яңалыклар булды. Быйыл безнең гаиләдә күп яңалыклар булды. Много событий, много новостей было в нашей семье, да? Быйыл безнең гаиләдә күп яңалыклар булды. Рәхмәт. Аз. Мало, да? Придумалось со словом «буел». Вы хотите сказать быйыл? Давайте, мы упражняемся. Айдарис. Про мужа, наверное.
Мин ремонт эшләдем. Да. А не надо. Ремонт. Быел мин ремонт эшләдем. Я в этом году делала ремонт, да? Люба, надо, это же как примитивно говоришь. быел мин ремонтны эшләдем. Кого я сделала, как бы вот у нас ремонтны, нәрсәне эшләдем. Ну, ремонт тут, чтобы было нам легче говорить, вот так ремонтны мы не будем говорить, можно пропустить. Что я сделала? Ремонт эшләдем, ремонт эшләдем. Люрапа тоже быел нәрсә эшләгән Мин быел вышла, да, Ираклы Казаннан булган. Мин быел Вышла, да. Лаешта, ага. Нет, Лаишево. Да, район такой Лаиш город. Город. Лаеш, а это то, что Лаеш. Ираклы Казаннан булган. Ну, если мы скажем ми... Казаннан город тоже. Айе. Казаннан. Быел, мин быел, Казаннан Ирак түгел, Лаешта булдым. Будет так, құлаққа ятыштыра. Оз. Бу жерде бик оз кояш кына булган. Бу жерде бик аз құяш болды. Қына тут лишний будет. Бик аз ғына. Если хотите очень мало сказать, то лучше мы скажем бик аз ғына құяш болды. А в слове «хуёж» уже «кана» не надо употреблять. Есть у кого-то или другое слово сказать? Варианты? Есть? Кто-то составит предложение? Со словом «эс», «оз». «Эс», «ос». Где-то пишут «ос», где-то пишут «эс». Все это означает «мало». Озрак, эзрек. Почему-то мало занятий для нас. Әйтегез аны татарча. Безнең өчен Безнең өчен 16 дәрес С. Әс. Ну, булган кирәкме безнең өчен 16 дәрес әс. Как сказать? Надо Безгә продолжать. күбрәк кирәк. Надо продолжать. Надо продолжение. Как переведем? Дәвам итәргә кирәк. Дәвам итәргә кирәк. Рәхмәт шундый желание. Теләкләрегез өчен. Дәвам иттерегез, Лариса. Әгәр ерак, со словом ерак составим, у нас уже еврейный идет. Ерак. Ерак это будет далеко. А теперь язык әйтә аласызмы ерак? Мы с вами говорили ерак түгел, ерак бармадык, живем недалеко. Ключе, пальтека. Составьте предложение. Как сказать, допустим, недалеко от дома? И для результата қараңыз, поможем Екатерине. Ирак Тугель, ой, да? Bizim Irak şəhərində otururam. Қайда? Irak şəhərində. Ирак шахарында, если бы слово Ирак было бы название города, то мы бы сказали Ирак шахарында. А если мы просто хотим сказать местоположение, то это будет Иракта или Ирак шахарда. Лучше Irak şəhərdə. А менің достым Ирак шахарда. А Екатерина хочет сказать про свой дом, то, что он далеко или близко, я не поняла. Давайте далеко скажу. Мгм. А мне тоже здесь я забыла, что сказать. Я работаю. Я работаю от дома. далеко от дома. Поможем ей? Ирак, как сказать от дома? Үйден. Дом, ой, де. Үйден. Ден. Так, это тут было. Ой. Ой, ден. Ден. Мин Ирак, ой, ден, эшлем. Мин үйден ерак эшлим.
наоборот. Ойден Ера. Если Ерак идем, то это у нас будет далекий дом. Мин, Ойден Ера. Мин, Идай, Ирак, Ашли. У кого-то есть еще предложение со словом Ерак? Можете сказать Ирак туда недалеко. Шахар Узягинан, от центра города, вы хотите сказать, да? Идай, Стамар, вот, редактивис. Мин, Шахар Узягинан. Эшли. Мин, Шахар, мы слово Ирак не использовали. Или использовали? Нет, не использовала. Мы пропустили, да. Мин, Ера, Тугы. Мин Шахар Узягинан. То есть Мин, Шехере, Шехере, Не Шахар, Шахар Шехере, Узягинан. Юзик, Узягинан. Мин Шахар Узягинан. Ерак. Тугы. Эшли. Давайте последнее слово я вам скажу и закончим. Сиряк. Денис уже составил предложение со словом сиряк. Был мин сирек шедевр. Быйыл мин сиряк ширлядым. Сиряк ширлядым. Кто сможет перевести? В этом году я редко болела. Потому что у меня здоровье как сталь, да? Шинки или царевятные. Это хорошо. Домашнее задание — составить связанный рассказ, используя новые слова. Вот я вам дала тут новые слова, и в таблице у вас есть слова. Давайте какой-нибудь рассказ составим. Может, про наш город, можете про свое какое-то вот то, что было летом, то, что будет зимой, про своих родственников, не знаю, про что-то, чтобы не было просто предложений, а какой-то связанный рассказ. Потому что глаголы мы уже с вами знаем, время знаем. Вот с этими словами Можно, используя эти слова, но весь запас слов давайте мы с вами, которые знаем, все словарные слова используем. Давайте связанный рассказ на свободную тему мы с вами составим к следующему занятию легко. Будем включать свою фантазию. Ну, Силягис, расскажите о чем-нибудь, чтобы не просто предложение. Надо, чтобы это было именно повествование, чтобы вот использовать глаголы речи. Да, мы с вами много глаголов уже знаем, и наречия. Не рассказ о себе, не рассказ там о работе, а именно Ну, повествовательный рассказ. можно и Что сразу о себе и работе не повествовали. Глаголов не будет. Меньше. Ну, ладно, если я учусь на работе, Я я говорю, что работаю. именно повествование должно быть. Там я вчера оделся, пошел на работу, Да. А не просто работа, что я работаю, там-то я учитель, я Так что я жду от вас интересно. Сможет. И да, кто сможет, тот молодец, интересных рассказов. Ихтибарымыз еще я очень довольна вами. Сегодня вот просто у нас так хорошо все сложилось, да, мы так много знаний, я горжусь вами прямо. Вот у вас все получается, у нас все получается. Рахмет сізге, келесі ұшырашуға қадар.